спартакиаде среди предприятий и организаций города появился новый вид программы – боулинг. Развлекательный центр «Галактика» предоставил свои дорожки для 4 коллективов и 2 образовательных учреждений. Если на первой стадии лидировал НИИК, то на второй бразды правления взял завод имени Свердлова. Нужная замена, а главное правильно, принесла свои результаты. Андрей Пронозин внес весомую коррективу в адрес своей сборной. Андрей, не пугает ли старейшее предприятие, что в спартакиаду включен новый вид спорта, необычный? Ну, я думаю, что в спартакиаду среди предприятий надо включать все более новые и новые виды спорта. Да, по традиции есть такие виды, как лыжные гонки, волейбол, командные виды спорта. Ну, такие же, как боулинг, бильярд, я думаю, нужно включать и что-то новенькое вносить в нашу жизнь. Это же такой же спорт, люди занимаются ими, также проводят чемпионаты мира. И люди участвуют и занимают места. Как завод Свердлова настроен на эту битву? Завод Свердлова по традиции настроен позитивно, готов занимать первые места, поэтому мы стремимся, игра покажет. Покажем огненные броска. Почему сами не играете? Мы запасные, поэтому будет что-то с товарищем, значит примем участие и в этом соревновании. «Галактика» не скупилась на раздачу призов. Сделала 2 страйка подряд, получив пригласители на бесплатную игру. По итогам 3 раундов на второй позиции оказались никовцы, ну а главный кубок достался оборонному предприятию. Отдел физкультуры и спорта администрации города спокойно и легко принял информацию о том, что все-таки боулинг будет в спартакиаде. Вы знаете, мы собрали совещание представителей заводов. Вот, посоветовавшись с ними, мы решили, что в этом году мы это мероприятие вносим как бы неофициальное. Просто люди хотят попробовать, посмотреть, как это все будет выглядеть. А за следующие годы, вернее, все внесем в спартакиаду официальным видом спорта, если «Галактика» нам будет помогать. Если все в самом разгаре, как вам кажется, все ли хорошо происходит? Да, конечно, все хорошо, люди радуются, довольны, тем более выходной день, отдыхают. Что самое, наверное, главное в этом турнире? Приз лучшего игрока получила Елена Федюшкина. Ей пару раз удалось набрать более 150 очков. Может, не ахти какой показатель, но для девушки весьма достойный. Среди студентов на первой позиции Дикт, уверенно переигравший красноармейцев. Еще один финал завершился в детско-юношеской баскетбольной лиге. На этот раз местом спортивных разборок стал Дзержинск. Здесь прошли финальные игры первенства среди девушек 99-го года рождения. Явным фаворитом в этом турнире считалась команда хозяев, которая уже в этом сезоне завоевывала звание чемпиона области. Дзержинские девчонки не дали ни одному из своих соперников малейшего повода для сомнений. В группе «Б» они довольно легко переиграли свою младшую команду 43-4, дали с дюшор номер 7 Нижний Новгород 72-5 и фок-лидер Сергач 33-15. В группе А первыми стали саровчанки, которые переиграли команду из Чебоксар 53-30. Дюш Сергач 41-2 и своих основных конкурентов по группе ФОК Олимпийский Блохна 30-18. В полуфинальных стыковых играх дзержинцы не испытали проблемы с блохинками 68-24, а вот команда из Сергача, лидер, сумела довести матч до победы 33-31. И Саров вновь встретился с Блохной, но уже в игре за 3-е место. Олимпийцы совершенно по-другому выглядели в этой игре, ничего не позволив соперницам 46-27, и бронза уехала в Блохну. В главном финале ничего сверхъестественного не произошло, и дзержинцы повторили успех своих старших подруг, переиграв соперниц со счетом 46-14. А команда из Сергача также оказалась победителем, так как еще ни разу не забиралась по турнирной таблице так высоко. Поздравляем победителей, дзержинскую команду «Дюш номер 1» и ее тренера Людмилу Чекальну с заслуженной победой.